Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Из-за сильного ливня пострадали домовладения в Гулревском районе. Коммунальные службы задействованы в ликвидации последствий непогоды. На Винском балу дебютировала представительница Абхазии Леона Ангваб, студентка Московского архитектурного института. На сцене Зимнего театра в Сочи пройдет концерт фортепианного дуэта «Пиано-дуо» в сопровождении Государственного камерного оркестра Республики Абхазия. Курсы повышения квалификации для учителей общеобразовательных школ Республики по биологии и химии открылись в АГУ. В них принимают участие 46 педагогов. Сильный дождь, обрушившийся на республику в минувшие дни, привел к подтоплению улиц, дворов в столице и Гулревском районе. Коммунальные службы района совместно с МЧС устраняют последствия непогоды. Репортаж Алики Трапш. С самого утра коммунальные службы Гулревского района устраняют последствия непогоды. В работе задействовано 6 единиц техники, которые расчищают дорогу от ила и грязи. Последствия сильного ливня, обрушившегося в минувшие дни на республику, видны до сих пор. Больше всего пострадали домовладения в Гулревском районе. По предварительным данным, стихия нанесла ущерб 14 семьям. В основном это домовладения в районе Каштака. Подобное здесь случается не впервые. Последствия наводнения достаточно серьезные. Были затоплены не только дворы, но и первые этажи домов. У многих жильцов мебель и техника пришла в полную негодность. Стремительно прибывающая вода подтопила и 5 автомобилей. Все коммунальные службы района задействованы в ликвидации последствий непогоды. Один экскаватор, погрузчик, один фронтальный погрузчик, маленький экскаватор тоже выполняет свою работу. И также КАМАЗы, которые вывозят ил. Вчера порядка 20-25 КАМАЗов мы вывезли только с дороги, не считая там, где железная дорога, то есть сзади трассы. И также вот асфальтный завод нам предоставил свою технику, вот фронтальный погрузчик, он работает, они дали свой КАМАЗ, хотят также помочь. Также пострадал Бахмаран, очень сильно там подтопили подъезды, машины утонули. В селе Пщап была по инвестпрограмме укладка асфальта. Асфальт тоже поднялся, река Почтагал вышла из берегов. Во многих местах, в Киласуре также, там же рядом тоже вышла из берегов, пострадали люди. Уже много лет ливневая канализация в районе Каштака находится в критическом состоянии. Попытки своими силами привести ее в порядок оказались недостаточными. Затем администрация района составила проектно-сметную документацию ремонта ливневок и направила в кабинет министров. Все одобрили вот по Каштаку, по Мачаре. В пределах 30 миллионов сметная стоимость восстановления ливневки здесь. Потому что это не первый случай, не первый раз людей подтапливает. Здесь, сейчас не хочется кого-то виновными делать. Есть на то причины, тоже субъективные в том числе. И поэтому сегодня для решения вопроса мы пришли к выводу, что здесь надо вообще прокладывать новую ливневку. Что касается рек, они не вышли с берегов? К счастью, нет. К счастью, нет, потому что вот в прошлом году руслоочистительные работы, которые были проведены, позволили нам сегодня избежать подтопления от того, что поднялась в реке вода. Больше всего мы боялись за Кодор. Слава богу, там все обошлось. Сейчас пострадавшие жители совместно с коммунальными службами расчищают дворы и дома от грязи и ила. В районе создана соответствующая комиссия, которая оценит ущерб от непогоды. Главам администрации даны соответствующие поручения, они мониторят ситуацию. И исходя из этого мы уже потом определим конечную цифру. Создана комиссия, которая в таких случаях выезжает на место, оценивает ущерб, составляем соответствующие материалы, потом для передачи последующей уже в комиссию по таким вот ситуациям, кабинет министров, для оказания им помощи. От сильного дождя частично пострадала и столица. Некоторые улицы Сухума подтопило. Сейчас в городе коммунальные службы совместно с МЧС ведут работы по устранению последствий непогоды. Алика Трапш, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.
Министр просвещения Абхазии Налгабли принимает участие во втором международном форуме министров образования «Формируя будущее» в Казани. Более 100 иностранных гостей из стран БРИКС, СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки. На форуме обсудят дошкольное образование, использование искусственного интеллекта в сфере просвещения, международное сотрудничество. Целью совместной работы является разработка идей, способствующих прогрессу человечества при поддержке качественного образования и воспитания. Один из примеров того, что мы делаем с учетом международного опыта, это разработка новой учебной литературы с самыми современными подходами в изучении родного абхазского языка. В этом году мы запустили линейку учебников и рабочих тетрадей под названием «Аопча», что переводится с абхазского как «умница». Это коробка, в которой лежит букварь для дошкольного обучения, рабочие тетради для изучения письма. Скоро будет туда дополнен блок по математике для изучения элементарных математических правил. И вы видите в центре для начальной школы, также выпущен в этом году для 3-го класса учебник для изучения родного языка. Еще один для нас проект стал новым направлением в сфере развития языкового образования. Это Центр открытого образования, который мы запустили совместно с Ромавирским педагогическим университетом в городе Гал. Это тоже для нас платформа обмена опытом, сотрудничества с нашими российскими коллегами. Курсы повышения квалификации для учителей общеобразовательных школ по биологии и химии открылись в АГУ. В них принимают участие 46 педагогов. Курсы организованы Республиканским центром повышения квалификации и переподготовки специалистов университета. На открытии первого лекционного дня побывала наш корреспондент Ульяна Рожкова. Поделиться опытом, получить новые знания, поработать с новыми методиками. На протяжении 5 дней работники госучреждений республики и педагоги пройдут программу по повышению курсов квалификации. Большое внимание, конечно, уделяется учителям. Свои занятия начал уже второй поток педагогов по биологии и химии. В этот раз лекции проходят для педагогов Творчасского, Чемчирского, Галского и Гулрыбского районов. Учитель занимает важную роль в обществе. Именно поэтому важно постоянно усовершенствовать свои знания и обучаться чему-то новому. Насколько важны для учителя, я не буду сегодня об этом говорить, так как сегодня присутствуют в зале все те, которые считают, что это является неотъемлемой частью современного учителя. Я глубоко так не буду рассказывать о этих курсах, насколько важна сегодня биологическая грамотность, химическая грамотность, какие проблемы возникают в изучении этих предметов. Это все будет сказано у нас на курсах. Повышение квалификации, как Медея Ивановна уже сказала, очень важный элемент в системе подготовки высококвалифицированных специалистов в образовании. Если посмотреть на ситуацию с биологией и химией, конечно, она желает быть лучше. Например, последние годы у нас резко снизился приток абитуриентов на специальности, такие направления подготовки, как биология. А химия, так вообще, это в несколько лет один раз, если у нас это происходит, это очень хорошо. Последние годы мы даже на химию набрать не можем абитуриентов, потому что это направление подготовки вообще не пользуется популярностью. Но это не должно быть так. Если посмотреть на картину мира в целом, именно биология и химия сегодня по объему исследований в мире занимают одно из передовых мест. Курсы повышения квалификации пройдут в очном формате. Установочная сессия будет проходить в течение 1 недели. За это время учителям будут читать лекции доценты, кандидаты биологических наук и преподавательский состав биолого-географического факультета АГУ. Предусмотрены и практические занятия в лабораториях. В конце каждому педагогу предстоит написать реферат. В этом году это уже второй поток, второй раз мы читаем, и
По результатам первого потока были очень положительные отзывы, и те темы, которые мы предложили учителям, они действительно были для них результативными. Затруднение у многих учителей составляет составление уравнения реакции гидролиза. Мы подробно будем с ними разбирать тему эту гидролиза. И кроме этого мы еще будем проводить лабораторные практические занятия по этой теме. Курсы повышения квалификации – это возможность для каждого педагога приобрести бесценный опыт и знания. Некоторые педагоги работают в образовательных учреждениях уже свыше 25 лет, но признаются, что курсы для них – это глоток свежего воздуха и обретение нового опыта. Не первый раз, но давно не было. Но очень приятно здесь сегодня находиться, потому что это очень важная тема, и обязательно надо пройти вот такие мероприятия, такие курсы. Я ожидаю тут многого, и мне очень приятно. Курсы по повышению квалификации для учителей общеобразовательных школ республики по биологии и химии будут проходить с 10 по 14 июня. По результатам проделанной работы педагогам будут вручены сертификаты. Ульяна Рожкова, Инал Гвинджа, Абхазское телевидение. Плодовым, декоративным и лесным культурам угрожает опасный карантинный вредитель – американская белая бабочка. Появились гусеницы первого поколения, заявили абхазские специалисты Государственной инспекции по карантину растений. При обнаружении вредителя необходимо уничтожить паутинные гнезда с гусеницами путем обрезки и сжигания. Следует провести химическую обработку препаратами. За справками обращаться в Госинспекцию по карантину растений. Музыканты Абхазии поздравят россиян с Днем страны. 12 июня в рамках проекта «Обменные культурные мероприятия России и Абхазии» в Сочи пройдет концерт фортепианного дуэта «Пиано-дуо» в сопровождении Государственного камерного оркестра Республики Абхазия под руководством главного дирижера Давида Терзиана. Мероприятие организовано при поддержке Министерств культуры двух стран Абхазии и России. В информационном агентстве «Спутник Абхазии» состоялась пресс-конференция участников концерта «Пиано-дуо». Обо всем подробно Шазина Ханагова. В День России на сцене Зимнего театра города Сочи две известные пианистки «Пиано-дуо», народная артистка Абхазии Нинель Бжаня и заслуженная артистка Абхазии Гулиза Авицба порадуют зрителей концерта высоким исполнительским мастерством и неординарным выбором репертуара. Выступление в каждом концерте – это очень волнительная история, но мы настолько любим свою профессию и любим пребывать в этом состоянии, что, конечно, это большой праздник прежде всего для нас. Я думаю, что Зимний театр в Сочи – это очень престижная площадка. Там выступают маститые музыканты, артисты. И, конечно, это очень ответственно. Но та программа, которую мы везем, она уже обыграна была несколько раз. И я думаю, что в полной мере мы покажем свое мастерство, тем более у нас рядом есть прекрасный камерный оркестр, прекрасный наш дирижер Давид Терзиан. Для нас это очень приятно, конечно, что наши слушатели так высоко нас ценят, что могут отправиться в такой неблизкий путь, поехать и приехать. В программе концерта музыкальный калейдоскоп из сочинений разных жанров и эпох. Это и великие творения композиторов-классиков, и концертные обработки современных произведений. Также в репертуар вошли саундтреки к любимым кинолентам и мультфильмам. Мы начинаем с классики, потом у нас идут произведения, музыка с кинофильмов, саундтреки из мультиков, известных фильмов. Потом мы переходим тихонько и поп-музыку тоже применяем. То есть у нас разнообразовая программа, к нам ходят и взрослые, и молодежь. И сейчас вот, когда вот у нас был концерт 8 марта, к нам уже даже дети стали к нам приходить. Настрой праздничный, потому что этот день празднует вся Россия уже более 30 лет.
И 12 числа во всех регионах России, в том числе в городе Сочи, с утра начинается празднество на всех концертных площадках. И для нас это большая честь и гордость, что мы можем для наших российских коллег и российской публики предоставить такую возможность услышать прекрасную музыку мирового уровня. У нас прозвучат, как сказали мои коллеги, композиции русских композиторов, произведения Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича, Петра Ильича Чайковского. Прозвучит «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик». И, конечно, мы обязательно сыграем произведение Чепелянского «Весенний ветерок». Это абхазский композитор, да. И, конечно, прозвучат саундтреки из кинофильмов, из мультфильмов, также песни Майкла Джексона, как обычно. У нас репертуар... Для праздничного настроения. Да, репертуар накопился достаточно большой. Фортепианный дуэт «Пиано-дуо» сравнительно молодой коллектив Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба. Созданный в 2016 году, он сразу же завоевал признание и любовь абхазской публики. Предстоящий концерт добавит в число поклонников и российских зрителей. Безупречный вкус, талантливые аранжировки и высокое исполнительское мастерство – залог успеха, который вместе с «Пиано-дуо» разделяет Государственный камерный оркестр Республики Абхазия под управлением Давида Терзиана. В 2022 году была первая международная гастроль, причем первая и такая в престижнейший концертный зал в Москву, в Международный дом музыки, фортепианный дуэт, Государственный камерный оркестр поехали в рамках сотрудничества двух министерств, Министерства культуры России и Абхазии, то есть в рамках вот этих культурных мероприятий по обменным концертам. Концерт порадовал, внушил такую уверенность в том, что в правильном направлении движутся наши музыканты, и вдохновил на множество других каких-то идей и проектов. И вот спустя 2 года появилась такая замечательная идея вывести еще раз в Сочи. Ну вот куда, как не в Сочи, да? Вообще начинать должны были с Сочи, наверное. Но мы так замахнулись на Москву. Но теперь как-то так осознали, что Сочи все-таки наши соседние, во-первых, наши коллеги, с которыми мы часто сотрудничаем и помогаем друг другу. Это причем двусторонняя помощь, не только они нам помогают, мы тоже им поставляем наших музыкантов. Вот. И это было упущение, поэтому нужно было его исправить. И опять в рамках культурного соглашения 2 министерств культуры России и Абхазии было принято решение на 12 июня, то есть такой важный день для российских граждан, подарить, сделать музыкальный подарок от соседнего абхазского братского государства. Гастроли состоятся в рамках проекта «Обменные культурные мероприятия России и Абхазии», который направлен на укрепление и поддержание традиционно дружественного сотрудничества в сфере культуры между 2 странами. Шазина Ханагуа, Раму Камки, Абхазское телевидение. Аслан Бжаня встретился со старцем Ильем, который является духовником патриарха Московского Кирилла, сообщает пресс-служба главы государства. С конца 80-х годов Ильи был духовником, восстанавливающийся после запустения Оптиной пустыни. Здесь он был пострижен в великую схиму и в течение 20 лет проходил свое монашеское поприще. В Москве состоялся творческий вечер «Квартирник», организованный Союзом творческой молодежи «Апсна». На нем выступили молодые абхазские музыканты, прозвучали произведения самых разных жанров, от классической абхазской эстрады до зарубежных хитов. Также зрители смогли увидеть зажигательные национальные танцы в исполнении молодых талантливых соотечественников. Атмосфера на встрече была теплой, дружеской, располагающей к творческому самовыражению.
8 июня в Москве прошел Венский бал. Масштабное событие, традиция проведения которого насчитывает более 100 лет. В этом году на мероприятии впервые представительница Абхазии. Наш корреспондент Рада Чачава побеседовала с дебютанткой и узнала не только об ее впечатлениях от участия в грандиозном культурном событии, но и о процессе подготовки, эмоциях на самом балу и многом другом. Атмосфера удивительного празднества, переливы живой музыки, танцующие пары, облаченные в строгие смокинги и прекрасные платья. Наверняка каждый хоть единожды в жизни слышал о Венском бале, традиция которого насчитывает уже более 120 лет. Все началось в Австрии с народного уличного танца лендер. Простые венцы отплясывали его, открывая им карнавальный сезон. Славная традиция видоизменялась со временем, приобретая масштабы воистину поражающие воображение. И теперь уже в современном мире венские балы традиционно проводятся во многих странах мира, в том числе и в столице России. Каждый венский бал открывает около сотни специально отобранных бальным комитетом молодых пар. В этом году на балу дебютировала представительница Абхазии Леона Анква, студентка Московского архитектурного института. Масштабное мероприятие, наполненное настоящим ощущением праздника и важным историческим смыслом, проводится в Москве с 2003 года. Значительное культурное и общественное событие международного уровня традиционно привлекает большое внимание, ведь своеобразной визитной карточкой Венского бала является участие в нем дебютантов, девушек и юношей, для которых это первое большое светское событие в жизни. Стать дебютанткой Венского бала была моя мечта детства, и когда я узнала, что набирают дебютанток на 19-й благотворительный бал, я не могла упустить такой возможности и сразу подала заявку. Следующим этапом было собеседование с генеральным директором Александром Смагиным, которое я прошла. Вопросы были каверзные достаточно, про архитекторов, художников, произведения. Проверяют, насколько девушки эрудированы, насколько они разбираются в искусстве. Как поделилась Леона, на мероприятии столь грандиозном невозможно было не волноваться. Традиционно бал открывают классическим вальсом. На паркет приглашают всех дебютантов. И лишь вступив в зал, начав танцевать, как рассказала девушка, она осознала, что ее мечта все-таки сбылась. Перед самым выходом, когда мы были все в ожидании, перед тем, как нас представили, я очень нервничала. И только танцуя вальс, открывая мероприятие, я осознала, что вот она, моя мечта сбылась, я здесь. И я думаю, это незабываемые эмоции, которые точно запомнятся на всю жизнь. Однако, прежде чем попасть на бал, необходимо тщательно подготовиться. И речь не только о приобретении платья и аксессуаров. Для дебютантов проводятся репетиции танцев и даже лекции по этикету. Помимо платья нужно было также подобрать перчатки, украшения, подумать о прическе. Сами диадемы, которые были на нас, были подарены организаторами Венского бала. Прямиком из Вены нам их доставили, что безумно приятно на самом деле. Благодаря именно репетициям мы смогли полностью погрузиться в атмосферу бала, так как нас научили танцевать, правильно двигаться, держать осанку. Нам проводили мастер-классы, собирали нас вместе, рассказывали про этикет. Как рассказала Леона Анква, представлять Абхазию на столь неординарном, удивительном мероприятии было особенно волнительно. У меня две родины. Я родилась в России, но душой принадлежу Абхазии, где живет моя бабушка Арзан Бануца. Я безумно благодарна, что у меня была такая возможность представить Абхазию на таком мероприятии, как Венский бал. Мне бы хотелось, чтобы больше абхазских представителей могли в нем поучаствовать, так как это невероятное событие. Важно отметить, что Венский бал не просто культурное и светское мероприятие, дань богатой европейской истории. Согласно традиции, Венский бал является благотворительным. Собранные средства направляются в поддержку детских организаций и благотворительных фондов. Рада Чачава, Абхазское телевидение.
В конце выпуска о спортивных достижениях. Сухумские боксеры завоевали 5 золотых и 4 серебряные медали в первенстве Абхазии по боксу. В соревнованиях участвовали до 150 спортсменов со всех городов республики. Лучшим боксером турнира признан Сумбат Сакия. А сейчас прогноз погоды. По сообщению абхазских синоптиков, 11 июня Черноморское побережье Абхазии будет находиться под влиянием южного циклона. Переменная облачность, ночью и днем преимущественно без осадков. К вечеру местами возможен кратковременный слабый дождь, туман. Температура воздуха ночью плюс 15-20, днем плюс 23-28 градусов. Температура морской воды плюс 23 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.